Германия запретила совместную с Украиной разработку ЗРК, сообщили в Киеве. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио «Спутник» предположил, смогут ли украинские оружейники справиться с этим самостоятельно. Правительство ФРГ запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс. Об этом в интервью агентству «Оборонно-промышленный курьер» заявил заместитель директора киевского предприятия «Арсенал» Александр Клочко. Мы пытались в свое время создать такой подвижный комплекс, который очень бы усложнил возможные атаки вражеской авиации на наши позиции, потому что этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах. И после первых 10 сбитых самолетов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе, заявил Клочко. По его словам, предприятие попыталось разработать такой комплекс вместе с немецкой компанией Rheinmetall, которая занималась созданием шасси, а также систем целеуказания и сопровождения. Но наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной, посетовал Клочко, добавив, что дальнейшая разработка комплекса будет вестись в кооперации с малыми украинскими предприятиями. Генерал-майор запаса, председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил, МЕГАПИР, Владимир Богатырев считает, что справиться с созданием ЗРК без посторонней помощи Украине будет сложно. Мобильный зенитно-ракетный комплекс Украине разработать будет сложно. Это не совсем их технологии, на сегодняшний день у них ни научной, ни технической базы для этого нет. Они понимают, что в условиях внутриполитической нестабильности, в сложной экономической обстановке, когда Украина в огромных долгах и отсутствует реальная возможность выполнения многих обязательств, это сложно, сказал Владимир Богатырев в эфире радио «Спутник». Плюс к этому, считает он, оказывая политическую поддержку Киеву, Берлин не настроен распространять ее на военную сферу. И учитывая то, что этой страной сегодня руководят ястребы, и они же, скорее всего, могут опять прийти к власти, они будут только усиливать напряженность в Донбассе, провоцировать вооруженные конфликты. Есть опасность того, что Германия может с учетом возможной совместной разработки вооружений быть втянутой в той или иной степени в этот конфликт. Поэтому будем надеяться, что здравомыслие политиков, экономистов и военных Германии будет работать и в дальнейшем, заключил Владимир Богатырев.